Прокуратура Чебоксарского района направлена в суд уголовное дело по факту угона автопогрузчика. Прокуратура Чебоксарского района утверждена обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы Мариинско-Посадского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, угон». Предварительным следствием установлено, что обвиняемая в один из дней января 2020 года, находясь на базе ООО «Водорстрой» возле поселка Атлашево Чебоксарского района, неправомерно завладела погрузчиком, принадлежавшим на праве собственности организации. На указанном транспортном средстве она доехала до города Мариинский Посад, где оставила угнанный автомобиль. В ходе предварительного расследования обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и пояснила, что автомобилем завладела, чтобы доехать до другого города, что в последующем и сделала. Предварительное следствие по уголовному делу произведено следственным отделом ОМВД России по Чебоксарскому району. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Чебоксарский районный суд. Житель Канашского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Канашского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судом установлено, что подсудимый, находясь в доме со своей сожительницей на почве личных неприязненных отношений, взял в руку деревянный черенок, нанес им множество ударов по различным частям тела потерпевшей, причинив ей телесные повреждения, образующие тяжкий вред здоровью. Спустя непродолжительный период времени потерпевшая в результате полученных травм скончалась. С учетом мнения государственного обвинения, принимая во внимание данные о личности виновного, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Алатырской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на 3 пешеходов, переходивших дорогу в установленном месте. Алатырской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Предварительным следствием установлено, что 8 ноября 2019 года около 9 часов 26 минут указанный водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной по улице Московская города Алатырь, в нарушении требований правил дорожного движения совершил наезд на 3 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП все потерпевшие получили тяжкий вред здоровью. Уголовное дело расследовалось следователями СОМО МВД РФ Алатырский. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. После утверждения обвинительного заключения материала уголовного дела направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу. Отмечаем, что за совершенное преступление обвиняемому грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В Чувашской республике по инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайтам, содержащим информацию о продаже никотиносодержащих веществ. Прокуратура Шамыршинского района в ходе мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых размещались информация о содержании снюса, жевательных смесей и леденцов с никотином различных торговых марок. Вход на указанные ресурсы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием сайта и приобрести соответствующую продукцию мог любой пользователь сети интернет, в том числе и несовершеннолетние лица. Размещенная на сайтах информация носит противоправный характер, поскольку оборот никотиносодержащей продукции на территории России имеет определенные ограничения, в том числе относительно возраста ее приобретателей. За нарушение указанных правил продажи предусмотрена административная
ответственность. Действующая нормативно-правовая база устанавливает, что в Российской Федерации запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура района направила в Батыревский районный суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокуратуры судом удовлетворены. Доступ к указанной информации заблокирован. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читала Ирина Константинова.